Вы подписаны на канал Немиркин? Согласно статистике, лишь небольшой процент из вас, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Если вам нравится наш контент и вы хотели бы поддержать нас, подумайте о подписке. Это помогает алгоритму YouTube продвигать больше нашего контента о психическом здоровье. Супер, спасибо, что ты здесь. Привет, психопаты канала Немиркин. Добро пожаловать обратно. Говорили ли вам когда-нибудь ваши родители что-то такое, что и по сей день причиняет боль каждый раз, когда вы думаете об этом? Хотя мы, возможно, не всегда осознаем это, наши слова обладают гораздо большей силой, чем мы предполагаем. Это еще более важно в семейных отношениях. Исследования детской психологии показали, что то, как наши родители разговаривают с нами, становится тем, как мы учимся разговаривать с самими собой. Таким образом, то, как родители разговаривают со своими детьми, может иметь серьезные последствия для их самооценки и эмоциональной привязанности к другим даже во взрослом возрасте. С учетом сказанного, вот 8 самых разрушительных вещей, которые родитель может сказать своему ребенку. Номер 1. Что с тобой такое? Если личность вашего ребенка часто конфликтует с вашей, вам может быть трудно находиться рядом с ним так много, не говоря уже о том, чтобы воспитывать их. Но независимо от того, насколько мы расстроены, важно всегда держать себя в руках и не позволять своему гневу взять верх над нами. Спрашивать своего ребенка, что с ним не так, только потому, что он не разделяет ваших интересов или ведет себя не так, как вы считаете нужным, это только повредит его самооценке и заставит усомниться в собственном чувстве собственного достоинства. Номер 2. У меня сейчас нет на тебя времени. Мы все знаем, что заботиться о ребенке – непростая задача, даже когда рядом есть второй родитель. И необходимость совмещать с этим работу на полный рабочий день может быть непосильной. Поэтому важно, чтобы вы контролировали свои приоритеты, когда идете на компромисс между своей работой и семейной жизнью. И если вам действительно иногда приходится выбирать первое, а не второе, не говорите своему ребенку, что у вас нет на них времени или что вы не можете заниматься ими прямо сейчас. Объясните им это так, чтобы не ранить их чувства, и загладьте вину как-нибудь в другой раз или другим способом. В противном случае они начнут чувствовать себя одинокими и заброшенными. Номер 3. Я бы хотел, чтобы ты был больше таким. Точно так же, как мы должны воздерживаться от сравнения себя с другими. Родители никогда не должны сравнивать своих детей со своими братьями и сестрами или одноклассниками. Это не только порождает неуверенность, соперничество и ревность, но и заставляет их чувствовать, что они недостаточно хороши для вас и что любовь, которую вы испытываете к ним, нужно заслужить. Например, говоря, почему ты не можешь быть больше похожим на своего друга-отличника? Заставляет их чувствовать, что вы больше заботитесь об их оценках, чем о них самих, что подводит нас к следующему пункту. Номер 4. Ты меня разочаровываешь. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос как личность и взял вас с собой в путешествие, тогда вы должны быть в состоянии заставить его чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы совершать свои собственные ошибки и учиться на них. Не просто нападайте на них за то, что они иногда терпят неудачу, говоря «вы меня так разочаровываете». Но лучше побудите их попробовать еще раз, заверив их, что иногда терпеть неудачу – это нормально и что вы всегда будете рядом с ними, несмотря ни на что. Номер 5. Почему ты этого не сделал? Аналогично последнему пункту, спросите своего ребенка то, почему они не поступили в этот определенный колледж, не набрали больше баллов по СЭЦ, не попали в стартовую команду или не выиграли соревнования, только ухудшает их самооценку, особенно когда они очень старались угодить вам. Это может разрушить их самооценку и превратить их в невротиков-перфекционистов, которые всегда корят себя за каждую маленькую ошибку только потому, что ваши слова заставили их почувствовать, что ничто из того, что они делают, никогда не может быть достаточно хорошим для вас. Номер 6. Потому что я так сказал. Исследования показывают, что авторитарный стиль воспитания, то есть чрезвычайно строгий, контролирующий, и ожидание, что дети будут следовать установленным вами правилам без каких-либо обсуждений или компромиссов, может иметь много негативных последствий для ребенка. У некоторых детей развивается низкая самооценка, и они становятся социально неумелыми, замкнутыми и зависимыми, в то время как другие становятся более агрессивными, вызывающими, безрассудными и обманчивыми. В любом случае, простое требование, чтобы ваш ребенок подчинился вашей воле только потому, что вы им так сказали и что вы здесь являетесь родителем, вызовет много обид и конфликтов в ваших отношениях с ними. Номер 7. Что скажут люди? Но спрашивая, что подумают люди, или что это говорит обо мне как о родителе, заставляет их чувствовать, что все, что вас волнует, это мнение других, и что вы видите в них позор для семьи. И номер 8. Я ухожу и никогда не вернусь. Последнее, но определенно не менее важное. Сгоряча у вас может возникнуть искушение угрожать убежать и никогда не возвращаться, как только вы начнете чувствовать, что ваш ребенок становится очень неблагодарным за все, что вы для него делаете.
Но лучше прикусить язык и сдержать свой гнев, чем сказать что-то, что причинит им боль на долгие годы. В конце концов, даже если мы можем не осознавать этого в то время, подобные угрозы делаются с намерением причинить боль вашему ребенку и напугать его в то, чтобы слушать вас или делать, как вы говорите. И подобный эмоциональный шантаж может сделать их привязанность к вам и другим, когда они вырастут нестабильными и неуверенными в себе. Итак, имеете ли вы отношение к чему-либо из того, что здесь упомянуто? Являетесь ли вы родителем, пытающимся узнать, чего следует избегать при воспитании своего ребенка? Или все еще пытаетесь исцелиться от обидных слов родителя? Даже если вы не являетесь ни тем, ни другим, для нас все равно важно быть более внимательными к тому, как мы относимся к другим, и к тому эффекту, который наши слова могут оказать на них. Как говорится, будьте осторожны со своими словами. Однажды сказал, что их можно только простить, но никогда не забыть. Показалось ли вам это видео проницательным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые тоже могут найти в нем ценность. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите кнопку уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Супер, спасибо, что посмотрели, и мы увидимся в следующий раз.